Удивительная история. Рассказывается, что у одного праведного человека был сосед-еврей, и они очень часто бывало садились вместе, и праведник всегда, когда возникала в чем-то какая-то нужда, произносил: «Нужда не исполняется, кроме как с молитвой салават за пророка, салляллаху алейхи вассалям». И без этих слов этот праведник ничего не говорил и не делал, что вызывало удивление у еврея, и он спросил: «Какая польза от этих многочисленных молитв салаватов за твоего пророка?» Праведник ответил: «Мне достаточно того, что никакая тревога не приближается ко мне». Тогда еврей решил обмануть своего соседа, дабы потешиться над мусульманами. Так он пошел к праведнику и сказал ему: «Возьми это кольцо на хранение к себе, пока я не вернусь из поездки». Праведник согласился, сказав: «Нужда не исполняется, кроме как с молитвой салават за пророка, салляллаху алейхи вассалям». После этого еврей наблюдал за домом праведника, пока в один из дней все не покинули дом. Он тут же зашел в него, искал кольцо, пока не нашел его. Затем пошел и, сев в лодку, заплыл в море и кинул его туда. Затем еврей вернулся и пошел к праведнику требовать свое кольцо. Встретил еврей праведника, идущим на пути домой, и сказал ему: «Я бы хотел получить свое кольцо назад». Праведник ответил ему: «Нужда не исполняется, кроме как с молитвой салават за пророка, салляллаху алейхи вассалям». Еврей сказал: «Я хочу свое кольцо немедленно». Праведник сказал: «Сегодня с молитвой салават за пророка, салляллаху алейхи вассалям, Аллах одарил меня щедрым уловом большой рыбы, и клянусь Аллахом, не отдам тебе кольцо, пока ты не пообедаешь с нами сегодня». И настоял на своем, пока еврей не согласился и не зашел к нему в дом. Праведник отдал рыбу жене на приготовление, и пока он сидел с евреем, жена позвала мужа показать ему то, что она нашла в животе рыбы, и когда, увидев кольцо, он был поражен и, побледнев, сказал: «Клянусь Аллахом, это же кольцо еврея». Пошел посмотреть место, где он положил кольцо на хранение, и не нашел его. Увидев его в замешательстве, еврей спросил: «Почему же ты побледнел?» «Если ты мне не отдашь мое кольцо, я непременно расскажу об этом евреям и мусульманам». Праведник сказал: «Нужда не исполняется, кроме как с молитвой салават за пророка, салляллаху алейхи вассалям». Еврей сказал: «Не думаю, что после сегодняшнего дня ты будешь молиться за пророка, салляллаху алейхи вассалям. Если ты не вернешь мне мое кольцо, я непременно опозорю тобой мусульман с их нравами, и ты будешь примером для этого позора, и тобой я заставлю их смолкнуть и смогу их попрекать». Праведник сказал: «Клянусь Аллахом, не из-за твоего кольца я в недоумении, но меня смутило другое. На, вот возьми, это твое кольцо». Еврей потерял цвет лица, его губы потемнели, изумленно осматривая кольцо, и он сам не свой говорил: «Это же оно! Это же оно!» Праведник удивленно сказал: «Тише, тише, успокойся, что с тобой?» Еврей спросил: «Заклинаю тебя твоим Богом, откуда оно у тебя?» Праведник сказал: «Ты наверняка сошел с ума. Разве не ты доверил мне его хранить у себя, пока ты не вернешься с поездки?» Еврей снова: «Я заклинаю тебя твоим Богом, скажи, где ты его нашел?» Праведник ответил: «Я нашел его в животе рыбы». Тогда еврей рухнул, потеряв сознание, и когда пришел в себя, рассказал праведнику то, что он сделал. Тогда праведник сказал: «Ты своей хитростью смог украсть кольцо и бросить его в море, а Аллах смог своим могуществом опустить кольцо в живот рыбы, которую я поймал. Я ведь говорил тебе, что наши нужды не исполняются, кроме как с молитвой салават за пророка, салляллаху алейхи вассалям». Тогда еврей сказал: «Ты прав, и я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад посланник Аллаха, салляллаху алейхи вассалям». Прочитав эту удивительную историю, прочитай молитву салават за пророка, салляллаху алейхи вассалям, лучшего из людей и за его семейство. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад.